ты за особенность работаешь тут. То есть тебе платили меньше? Нет, отношение было другое, чем в Кока-Коле. В Кока-Коле я не замечаю, что у меня какой-то есть реактор. Мы нормально общаемся с ребятами, ходим куда-нибудь. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии «Три медведя». Меня зовут Зибута Джибаева, и сегодня мы говорим опять об инклюзивном найме на работу людей с инвалидностью. У нас в гостях Сурайо Вахидова, ассистент генерального директора компании ЗАО «Шивер Таджикистан» и руководитель проекта по устойчивому развитию, и Лайло Меликова, которая работает в HR-отделе компании «Кока-Кола Таджикистан». Здравствуйте. Сурайо, мы в прошлом выпуске встречались с Умедом, который работает у вас в компании. Да. Помимо Умеда у вас еще на стажировке 6 ребят. Расскажите, как все сложилось, как принималось решение вообще взять ребят на работу? Давайте я немного расскажу о нашей компании. Наша компания – это франшиза Ашана в Республике Таджикистан. Эту компанию развивает Шивер International, которая находится во Франции, в городе Авалон. Компания была создана в 1871 году. Феми Шивер. Она начала свой бизнес продажей вина и приправами. Потом потихонечку сеть она развивалась, расширилась, и на сегодняшний день компания владеет 10 брендами, 200 магазинов по всему миру и международное присутствие в Таджикистане, в Польше, в Узбекистане и в России. В 2019 году мы создали проект по устойчивому развитию. Устойчивое развитие – это экономическое развитие, это социальное развитие, это экология, защита окружающей среды. Чтобы больше импактов на окружающей среды не было, так как в Таджикистане этот вопрос очень актуальный, вопрос экологии, социальный вопрос, поэтому мы решили именно брать направление по части социальной и экологической. В течение этих 4 лет у нас было сделано очень много работы именно по экологической части и по социальной части, и мы решили работать с ассоциациями. У нас первый опыт – это Корвуни Умед. Мы начали работу с женщинами, которые имели проблемы с семьями в обществе. Мы брали их на работу, они стажировались у нас в Ашане, в гипермаркете Ашан, и с последующим трудоустройством. После этого у нас еще один проект с беженцами. У нас проект с афганскими беженцами. Они работают у нас и стажируются, и работают. В данный момент где-то 20-25 афганцев у нас работают в наших магазинах. Я хочу сказать, что помимо гипермаркета Ашан мы в Таджикистане развиваем бренд B1. Это Bien, значит хорошо. Это наш собственный бренд. У нас в данный момент 13 магазинов, супермаркетов в городе Душанбе, в Турсунзаде, в Гисаре и в Ахдате. И мы больше привлекаем уязвимых слоев населения, чтобы они тоже себя чувствовали частью общества. У нас последний проект с организацией ИРОДа. Мы начали работу с октября 2022 года. У нас уже вторая партия стажеров у нас проходит сейчас в данный момент в Ашане. Первая партия – это как раз-таки 6 стажеров, которые проходили, и Умед с последующим трудоустройством. Вся эта ход стажировки, она сопровождалась. Сначала мы все стороны этого сотрудничества мы изучали, составили контракт, так как наша компания работает в рамках законодательства Республики Таджикистан, чтобы никаких проблем и с ними, и с нашей компанией не было. Поэтому после подписания контракта мы решили уже работать. Сначала 6 ребят стажировались, Умед сейчас уже работает, и еще у нас 6 ребят
хотят, они проходят в данный момент стажировку. Почему это важно для вашей компании? Для нашей компании вот в основном у нас вот на основании наших ценностей это энергия, это уважение, это независимость, благодаря которым наша компания уже почти что больше века развивается. Наши отношения — это наши клиенты, это наши партнеры, это ассоциации разные, это школы. И благодаря нашему вот отношению, наверное, наша компания настолько она развивается всесторонне, потому что уважение к разным слоям общества – это очень важный вопрос для компании, потому что бизнес – это не только зарабатывать деньги, это изменить общество. Значит, мы нашими действиями мы изменяем общество, мы больше привлекаем все слои населения. Это вот гендерное равенство. Это мужчины и женщины, которые работают и составляют часть нашей компании. Это наши партнеры, это фермеры. Это настолько, вот эти вопросы в нашей компании важны. Отношения к клиентам, к нашим партнерам, к другим слоям общества, что у нас в нашей компании очень много проектов. Это проекты по социальной части, это проекты по экологической части. Мы сейчас решили отказаться от пластики и быть пионерами в нашей стране, именно в Таджикистане. Отказаться от пластиковых пакетов? Да, от пластиковых пакетов и, конечно же, и формировать экологическую культуру среди наших клиентов и сотрудников. И это, конечно же, наши отношения по социальному направлению. У нас в данный момент у нас еще есть контракты сотрудничества с вузами страны. Мы студентов привлекаем и обучаем к новому ритейлу, потому что все равно у нас западный опыт. Это по этому направлению цепочка поставки, отношение клиентов, все базики, как относиться к клиентам, как привлечь клиентов. Вот эти все базики, которые основываются на нашу работу. Лайлуш, мы в UrTJ никогда не используем термин «человек с ограниченными возможностями», как и термин «инвалид». Мы считаем, что это вообще дискриминационная формулировка. Ты согласна? Ведь инвалидность — это не про ограниченные возможности. Как ты думаешь? Вот сейчас ты по себе, да? Я считаю, что инвалид — это не приговор. Инвалид может развиваться в обычной среде, общаться с нормальными людьми и зарабатывать деньги тоже, но себе на жизнь тоже нормально. И я работаю в Кока-Коле, я не чувствую себя инвалидом с ограничением. А как ты попала туда вообще? И Рода мне помогла. Лола Насрединова. Мама увидела, в Москве мы еще были, а мама увидела Лолу Насрединову. И мы поехали в ТСБ. И мама сказала, я нашла такую женщину, давай попробуем, напишем ей. Может быть, поможет трудоустроить тебя. Я говорю, давай. А ты уже хотела работать сама? Я работала в Москве, в мини-СНГ, тоже такая должность, архивист был. Но мне, если честно, там не понравилось. Почему? Отношение людей было? Отношение людей, и, планка понижена была. Ты за особенность работаешь тут. То есть тебе платили меньше? Нет, отношение было другое, чем в Кока-Коле. В Кока-Коле я не замечаю, что у меня какой-то есть диагноз. Мы нормально общаемся
с ребятами ходим куда-нибудь, работаю, свою работу выполняю хорошо. А кто у тебя наставник сейчас? Ангубин. Ангубин? Сколько вы месяцев уже вместе работаете? Когда тебя там устроили? Скоро будет год. Супер. И ты год уже такая полноценно получаешь зарплату. И радуешь маму свою. Да. И радуешься сама. Да. Что ты себе уже купила? Себе я купила кроссовки. Классно же бегать, да. Супер. Ты сейчас архивист. Да. А дальше планируешь расти? Да, планирую расти в Кока-Коле. Да. Тебе там очень мне нравится. очень нравится. Очень комфортно. Да, там уютно. И коллектив, и дружелюбный. Все мне нравится. Супер. Ну, там ребята действительно классные, Да, девчонки классно. вообще суперские. Сурайо, какие-то моменты адаптации были у Умеда, да, например, там тоже наставник, что-то под него подстраивали отдельно? Да, конечно, он сначала проходил стажировку где-то с октября по март. Это тоже довольно-таки приличный этот период, чтобы адаптироваться, чтобы изучать, чтобы, в принципе, его желание всегда, оказывается, работать. Поэтому мы видели, что у мальчика такая огромная способность, он очень общительный, очень позитивный. Вот. Поэтому мы без никаких либо не думали ни о каких-то негативных последствиях, потому что человек себя уже показал, да, во время стажировки. Он по всем отделам гипермаркета, в магазине работал. И он начал свою работу, трудовую уже деятельность в нашей кафе. Это такое личико, которое хочется постоянно туда пойти и услышать его. Он так принимает клиентов с улыбкой, с шуткой, комплименты женщинам он говорит, девушкам говорит. И его присутствие настолько было позитивно тоже, да, для наших клиентов и для сотрудников, что мы абсолютно никто не подумал, что он из-за какого-то особенности развития, да, так скажем. Сейчас в данный момент, недавно я тоже пошла, спустилась с офиса в магазин и думала, пойду с Умедом пообщаться. Его не оказалось в кафе, а я столкнулась в отделе бакалеи, говорит, мне теперь здесь нравится. Я здесь буду работать. Поэтому мы никогда против таких желаний его не будем. И он где хочет, будет там работать, потому что где ему комфортно, где ему хорошо, и он свои права знает, когда у него график работы, когда он должен прийти на работу, интересуется. В принципе, каждый спрашивает ему, он доволен своей работой, он счастлив просто. Ну да, он здесь улыбался, он говорит, это такое... Да. Это такой кайф, чтобы тобой гордились родители. Это очень важно. Лайлош, у тебя какие условия работы? Ты работаешь полный рабочий день или несколько часов в день? Полный рабочий день. 8-часовой? С 8:30 до 5:30. О, шикарно. Я инвалид, и мне разрешили взять выходной среди недели. Ты не инвалид. Ты у нас человек с особенностями развития. Да, давай не будем называть себя так. Ты даже не человек с ограниченными возможностями. Твои возможности безграничные. Да. Поэтому мы всегда проталкиваем термин человек и потом его особенность. Пусть будет человек с инвалидностью, но не инвалид. Пожалуйста. Да. Ты крутая, супер, у тебя все получается. Ты зарабатываешь, уже год работаешь. Так что ты не инвалид. А у вас есть какой-то определенный график, да, для ребят? Да, конечно. У нас, так как магазин в 2 сменах работает, с 6 часов до 2 часов, и с 2 до 10 часов. Поэтому для Умеда у нас, особые условия. Он 7 часов работает, он не 8-часовая работа, а 7-часовая работа. Согласно Трудовому кодексу, он имеет тоже право на выходные
выходные и дополнительные, да, там налогообложение тоже у него тоже определенный там процент, не 14%, а меньше. И у него, когда он не может не ожидать 11 месяцев, он может уже взять отпуск. Скажи мне, как твоя мама вообще это приняла новость, то, что тебя взяли на работу? Моя мама, она нашла. Она же инициатором была. Она нашла. Она тебе нашла работу фактически, но все равно же какие-то эмоции были там. Лайло, нас взяли. Она была очень рада, как меня встретили в первый день. Да. У нее же были страхи, наверное. Мы очень боялись, но прошло очень хорошо. Да. И она теперь полностью спокойна за тебя. Да. И очень счастлива. Я была бы рада познакомиться с твоей мамой и поговорить об эмоциях, которые она пережила в такой момент. Это очень круто. В проекте «Ируда» как раз-таки по инклюзивному найму людей с инвалидностью, как я поняла, не так много компаний частных, которые подключились. Я думаю, что есть те, которые это рассматривают, но пока, может быть, сомневаются. А есть те, которые еще пока не рискнули даже подумать об этом. Что бы вы сказали тем, кто сейчас нас слушает? Возможно, есть частные предприниматели, есть руководители каких-то больших компаний. Вот что бы вы им посоветовали? Не бояться инклюзивного найма, потому что, в принципе, это большие возможности для самого бизнеса. Конечно, вносить какой-то вклад. Работать по социальному направлению у нас это идет из Shiver International, вот Франция, да. Вот когда я очень много об истории этой компании вот читаю, настолько для меня вот это вдохновляет, вот эта компания, понимаете, вот этот именно вот развиваться столько лет и вот сохранить вот все ценности и настолько по всем направлениям вот развиваться, да, и по экономической части торговли, и по социальной части, и по экологии. Это вот они вот эти все вот эти три вот эти термина, они друг с другом связаны. Поэтому я думаю, что бизнес никогда не будет развиваться без таких социально значимых экологическим отношениям и отношениям к бизнесу, он долго не развивается. Наверное, были вот эти вот принципы или вот такие ценности, что эта компания вот так развивается. Поэтому я что хочу? Мы долго не думали, чтобы работать по социальной части. Когда наш первый опыт показал именно под поддержки, да, вот общества наших клиентов, когда с Корвуни умед мы начали, нас настолько вот это вот вдохновило, что когда ты что-то даешь именно вот этому слою населения, когда работой, да, обеспечиваешь, или там даешь возможность развиваться и чувствовать себя частью общества, это же круто тоже для и бизнеса, и для людей, работодателей. Вот. Второй проект, когда вот видишь, как вот люди радуются, что могут зарабатывать деньги, что могут вкладывать в развитие компании или что-то для себя и научиться чему-то, это настолько тоже для компании. Я вот тоже недавно, когда я участвовала в семинаре, организованной Ирода, там тоже мысли вот Мухаммада Юсуф, когда он говорит, что бизнес — это не только зарабатывать деньги, но менять общество. Это как раз-таки должен вот эта мысль должна толкнуть компании, и чтобы они подумали об этом, что надо не только тоже зарабатывать и думать тоже о социальной части. Вот за вот короткий период, я думаю, что мы очень много, огромную работу сделали в рамках вот этой компании. Это настолько вот этот интересно. У нас сейчас офис самый экологичный.
офис. У нас вот этих бутылок мы не используем, например. У нас тоже особые, да, ребята, когда они присоединились к нашему коллективу, это тоже разнообразие. Это не только вот люди, которые именно специализируются на каких-то вот этих направлениях. У нас есть и другие люди, которые они тоже вкладывают в эту компанию и составляют часть этой компании. Вот поэтому я вот тоже призываю других компаний, чтобы они тоже поддерживали вот этих ассоциаций, которые нуждаются в помощи, именно в нашей помощи коммерческих компаний, чтобы они тоже поддерживали особых людей, да, так скажем. Вот именно женщины, которые у нас работали, беженцы, которые у нас работают, они очень довольны, потому что они где-то нашли свою работу, они нашли источник зарабатывать деньги, и они самосодержат, да. Вот именно эта ценность нашей компании, независимость, на это толкает. Независимость — это твое отношение именно к обществу, независимость к твоей работе, да, или энергия, которая вдохновляет людей, энергия, которая тебе дает вдохновление, чтобы идти вперед. Уважение тоже, это три слова, термина: уважение, независимость, энергия. Это стоит в первую очередь в нашей компании, чтобы развиваться. Уважение тоже, уважаем всех. То есть приверженность принципам, каким-то определенным ценностям. Сейчас вообще для бизнеса это самая дорогая валюта считается. Да. Да, потому что без этих вещей просто двигаться и развиваться невозможно. Да. У нас предыдущая гостья, Нудира, да, она, к сожалению, это потом уже сказала за кадром, она говорит, что присутствие таких людей с особенностями в коллективе очень сильно мотивирует других. Да, да. То есть если человек ленился до этого, он потом посмотри, они же развиваются, они работают, они двигаются вперед. Почему я не могу? Да, то есть это какое-то вдохновение было и для самого коллектива внутри. И их отношение стало меняться. Они стали добрее, внимательнее. Да. Так? Да. Майлош, слушай, сейчас, может быть, нас слушают мамы, либо сами ребята с инвалидностью, да. И они сомневаются в себе. Что ты им скажешь? Ты смогла. Ты работала в России, потом приехала сюда, и у тебя все круто получилось. Скажи им те важные слова, которые бы их сейчас вдохновили, они встали бы и пошли бы искать работу. Надо найти работу, которая тебе по душе. Мы же не будем ходить на работу, которая тебе не нравится. Не нравится. Слушай, иногда так приходится делать. Иногда просто ты лежишь и думаешь: не хочу, я не люблю эту работу. По душе надо найти, что ты, в какой области ты специалист, и туда идти. И если один раз не получилось, второй раз попробовать. Если не сдаваться, не опускать руки, а идти вперед к своей цели. Тебе так нравится архивировать? Не, мне нравится коллектив. Тебе больше нравится коллектив, да, не работать с компьютером. А с компьютером тоже нравится работать? Да. А чем ты еще занимаешься вообще по жизни? Иногда пишу стихи. Вау! А прочитать? Я могу вам отправить. А ты прочитать так на память не можешь? Нет. Сейчас? Или стесняешься? Слушай, я не готовилась. Я просто не знала, что ты можешь. Пишешь еще стихи, а то бы обязательно тебя попросила подготовиться. В любом случае, ты вышлешь мне, а мы их добавим. Хорошо. Я хотела поблагодарить вас, Сурайо, за то, что вы делаете, то, что делает ваша компания. Майлоше хочу пожелать успехов, чтобы она дальше росла по карьерной лестнице, в такой крутой компании, которая ей очень нравится. Да, спасибо большое девчонкам с Coca-Cola, которые поддерживают. Это классно, это круто. А всем тем, которые еще сомневаются,
работать ли в этом направлении, или пробовать себя в этом направлении, искать работу. Не бойтесь. На самом деле все можно преодолеть. Вот живой пример Лайло. Живой пример был у нас в прошлый раз у Мед. И еще много-много примеров будет, если бизнес начнет работать в этом направлении. Спасибо большое.